В Ингушетии подвели итоги соревнований спасателей МЧС России на Кубок Кавказа. Тамерлан Хамхоев побывал на церемонии. На фестивале «Башня согласия» семья заслуженного шахматного тренера СССР Марка Дворецкого преподнесла Федерации подарки. В Насыр-Корте по проекту частного инвестора строится семейный парк для отдыха и досуга местных жителей. Здравствуйте, это новости 24. В Джейракском районе завершились соревнования на Кубок Кавказа по многоборью среди спасателей. В течение недели специалисты МЧС из разных регионов страны выполняли целый ряд спецзаданий. Состоялось подведение итогов в общекомандном и личном зачетах, а также награждение и церемония закрытия. Побывал в Горной Ингушетии наш корреспондент Тамерлан Хамхоев. Ему слово. Шестой по счету Кубок Кавказа среди спасателей завершен, и более 200 МЧСников могут теперь отправляться домой. Правда, расставаться с великолепными пейзажами и чистым воздухом Горной Ингушетии им не хочется. Но, как говорится, служба обязывает. Победители показали, на что способны, а те, кто не смог занять призовые места, узнали свои слабые и сильные стороны. В следующий раз ребята обещают приехать на состязания более подготовленными, а пока принимают благодарности от организаторов Кубка. Начальнику аварийно-спасательной службы Республики Ингушетия Хамхоеву Магомед Баширу Заудиновичу. Среди участников как ветераны МЧС, так и те, кто только начинает свой путь в этой благородной профессии. Набраться бесценного опыта, глядя на своих старших товарищей, и в будущем постараться встать с ними в один ряд – вот задача, для выполнения которой они и приехали в Ингушетию. В первую очередь подводят итоги в зачете среди студенческих команд. Лучший результат показали участники из Дагестана. В Дагестане МЧС развивается семимильными шагами. Студенты доказали это своим выступлением. Тот факт, что они тренируются вместе с лучшими в профессии, мотивирует ребят быть на одном уровне со старшими, профессиональными МЧСниками из своего региона. Самым легким это, наверное, был этап «Скала». Мы привыкшие к этому, мы постоянно работаем. У нас условия нашей работы связаны с действиями в скальной местности, поэтому для нас это было легче всего. Просто у нас Дагестанский поисково-спасательный отряд, он в течение 5 лет является лучшим на территории республики. А мы все вместе тренируемся, и когда ты тренируешься с лучшими, ты и сам становишься лучше. А вот в общекомандном зачете все 3 ступени пьедестала Дагестан занять не смог. Конкуренция большая. Третьими стали МЧСники из соседней республики. Северная Осетия подготовила своих ребят хорошо. Гости получают заслуженные медали, кубки и грамоты. Второе место у команды из Краснодарского края. До победы не хватило совсем чуть-чуть, но сослагательных наклонений профессия спасателей не терпит. Так что обладатели серебряных медалей своим выступлением вполне довольны. Как показывают не только эти соревнования, которые были там 5 лет назад и 10 лет назад, мы всегда достойно выступали на дистанции природного характера. Но я считаю, соревнования прошли на достойном уровне. Команда наша выступила достаточно хорошо, особенно на этапе «Скала», техногенная дистанция и кросс-эстафета. Джейракский район – идеальное место для проведения такого рода соревнований. Скалы и реки буквально манят сюда любителей проверить свои навыки спасателя. Однако стоит понимать и то, что без должной организации все не прошло бы так гладко. Заслуга в этом не только региональных отделений МЧС. Соревнования способствовали тому, что особенно молодые студенты, представители Российского союза спасателей, соревнуясь с профессионалами, у которых за плечами богатый опыт выполнения поисково-спасательных работ, могли для себя усвоить какие-то новые технологии, новые формы спасения людей, что, безусловно, пойдет на пользу, когда они вернутся в республики всего Кавказа. Хотя искренне хочу пожелать, чтобы ни в одной стране мира, ни в одной республике Кавказа и вообще в целом у нашей России не было горячих точек, не было техногенных катастроф, не было природных катаклизмов. Здесь, как в некоторых других видах спорта, наблюдать за участниками со стороны не получится. В процесс каждого этапа состязаний должен быть вовлечен и сам судья. В противном случае могут возникнуть серьезные претензии к судейскому корпусу. Самые лучшие судьи, которые у нас работают на, скажем, на чемпионатах, они отсюда. Это те, которые работают и с техногенкой, и с природой, и с водой, вот, и со скалами.
и они у себя уже никаким образом уронить не могут, и поэтому они здесь делают уровень такой, какой, ну, близок, во всяком случае, близок к чемпионатам России. После оглашения победителей коллективное фото. На этом Кубок Кавказа можно считать официально закрытым. Тамерлан Хамхоев, Гапур Черкиев, Новости 24. Профессиональный праздник железнодорожников традиционно отмечается во второе воскресенье августа. Впервые учрежден в России, а затем и в других странах Европы и мира. Праздник посвящен тем, кто связал свою жизнь с железными артериями страны. Залина Магушкова расскажет обо всем подробно. Каждый год в первое воскресенье августа страна отмечает День железнодорожника. Это старейший профессиональный праздник в России. Он был учрежден еще в 1896 году и приурочен ко дню рождения императора Николая I, ставшего инициатором строительства российских железных дорог. Спустя столетия по протяженности электрифицированных магистралей российские железные дороги занимают первое место в мире. В Ингушетии впервые железнодорожный вокзал появился в 1894 году. 19 лет назад на этом месте построили новую станцию, а чуть позже запустили фирменный поезд Назрань-Москва. Приветствую вас на борту фирменного поезда Москва-Назрань. С пассажирской промежуточной станции Назрань каждые четные дни в 23:15 отправляются пассажиры в направлении столицы страны. Грузовые работы здесь, как раньше, не производятся. Теперь груз отправляется на станцию Карбулакская. В сфере РЖД каждый сотрудник – важный элемент одного большого механизма. У всех свои обязанности. В первую очередь проверяется это буксовый узел, это нагрев с тыльной стороны руки. Если руку чуть-чуть она выжигает, значит, что буксы перегрелись. И надо его немедленно менять. Вагон уже снимается, немедленно его надо в ремонт отдавать. Магомед Цуров – отец и первый тренер прославленного борца Адама Цурова. В прошлом еще и сотрудник МВД. Рассказывает, что в детстве у него был сосед-проводник. Он давал мальчику сахар из поезда и рассказывал увлекательные истории. Тогда еще Магомед мечтал стать проводником. 22 августа он отмечает свой маленький юбилей. Год как на этой работе. Больше всего любит общение с пассажирами из разных уголков России. Ведь недаром, говорят, дороги объединяют людей. Общаюсь с разными людьми, проезжаю в разные города, и людям, тем, которые нас не знают ингушей, мы им показываем свое, что мы есть такая нация ингушей, и у них есть такой эздил, вулок, обычаи свой менталитет, и с красивой стороны им показываем, и пассажиры бывают очень довольны нашим поездом. В вагоне должно быть 2 проводника. Пока Магомед выполняет тяжелую работу, на плечах Райшат Барханоевой лежит миссия куда более легкая. В прошлом году они вдвоем стали лучшими среди проводников России. Мы обучались специально, курсы проводили в Медводах. Нас направляли с республики. Транспортный комитет выбил нам средства, чтобы мы там поехали, обучились. Поехали, 3 месяца обучались на проводников, сдавали экзамены. И приехали и вышли на работу. Еще полдня до отправки фирменного поезда с сообщением Назрань-Москва. Перед поездкой проверяющие тщательно контролируют состояние поезда и каждого вагона. Дежурные по станции следят за стрелочными переводами, открытием сигналов и правильным приготовлением маршрутов. Вагоны проверяют, там, техническое состояние вагона перед отправлением в каждый вагон. То есть мы это контролируем, то есть перед отправлением подтверждаем документально, расписываемся. То есть каждый вагон отсюда уже уходит в полном техническом соответствии. И если он увидит, конечно, что-нибудь не то, естественно, в вагон не пойдет, и он его устранит, если есть ремонтники, то есть закрепленные за станцией. Даже в свой профессиональный праздник железнодорожники трудятся на рабочем месте, ведь на каждой платформе железнодорожных станций большой страны пассажиры ждут своих поездов и новых направлений. Залина Магушкова, Майербек Миржоев, Новости 24.
Колонны из 10 учебных автомобилей ДСААФ России устроили автопробег по Ингушетии. Акция приурочена к празднованию 25-летия республики и 90-летия со дня образования Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. В акции приняли участие руководители региональных школ вождения и юноармейцы. Стартовав с утра из Икажева, участники автопробега в первую очередь посетили мемориал памяти и славы, после чего отправились в Малгобек, где почтили память павших в годы Великой Отечественной войны и взяли курс в сторону Сунжи. По дороге посетили Карабулак, аэропорт Магас, ну а завершилась акция у Сунжинского дворца культуры, где активистов ждали национальные блюда и лезгинка. Автопробег сам прошел очень организованно, очень хорошо, вот, как мы и рассчитывали. Везде нас встречали очень радушно, везде праздничные концерты были. Нам это очень приятно, что мы имеем такое, что нас все знают. Вот. Конечно же, это не последнее мероприятие, которое проводит ДСААФ в Республике Ингушетия. 9 числа наша делегация от Республики Ингушетия выезжает в город Волгоград, и там мы уже присоединяемся к автопробегу всероссийскому, который будет, это очередной этап, начинается в городе Волгограде, и он будет проходить до города Краснодар. Всероссийский шахматный фестиваль «Башня Согласия» продолжает радовать жителей Ингушетии. В республику прибыли особые гости. Семья заслуженного шахматного тренера СССР, РСФСР и Грузии, чемпиона Москвы Марка Дворецкого в Ноздрановском доме культуры передала в дар Шахматной Федерации Республики ценные книги, энциклопедии и эксклюзивные пособия. Это учебник Эндшпиля называется, такая книга большая. Это, наверное, одно из таких главных исследований Марка Израилевича. Это полностью простые позиции, где остается малое количество фигур, были им очень хорошо изучены. Я как раз с ним активно тренировался в период его исследований. Он порядка 3 лет изучал эти позиции, потом еще несколько лет думал, договаривался, как книга должна, в каком виде она должна быть. Потому что одно дело, когда у тебя материал, а другое дело с помощью книги его как-то объяснить. И эта книга, когда она вышла, она в течение 2 или 3 лет признавалась лучшей книгой и у нас, и в Британии, и в Германии. То есть она действительно перевернула взгляд на Эндшпиль, и до сих пор чемпионы мира к этой книге возвращаются. То есть она стала таким, как базой, что ли, обязательной для профессионального шахматиста. Напомним, Марк Дворецкий ушел из жизни в сентябре 2016 года. Эрнест Инаркиев был одним из его учеников. Чисто в человеческом плане Марк старался развивать общую культуру и спортивные качества. И это, конечно, давало тот эффект, который привел к тому, что, в принципе, считают, кто говорит, самый лучший, во всяком случае, один из лучших тренеров в мире. И библиотека и книги, которые он оставил, я думаю, еще долго послужат на благо шахмат. И мне очень приятно сказать, что поразило республика, честно говоря, мало что знали. Они только перед поездкой немножко постарались познакомиться. И то, что видели, очень сильно впечатлило. Магаз и башня, и парк славы. Замечательно. То есть хочется пожелать республике успехов. Она идет очень такими сильными, мне кажется, шагами в развитии своем. Это человек, который не просто тренер, который действительно многим помог. Инаяна рассказывал о своих учениках. Это все лучшие шахматисты мира. Артур Юсупов, он был 3-м в мире в свое время. То есть он проиграл матч только Анатолию Карпову, полуфинальный. Да. В случае победы он уже играл матч за титул чемпиона с Гарри Каспаровым. То есть очень большие результаты были. Но это еще в первую очередь мыслитель, большой мыслитель, который оставил след в шахматах. И побывать и в этой лаборатории творческой, да, то есть как он придумывал эти идеи. И, конечно, масштаб личности, который за этим стоял, потому что я уверен, что нельзя быть профессионалом высокого уровня, не обладая какими-то такими личными качествами, очень мощными, очень сильными. И это, конечно, на меня оказало очень большое влияние. Я очень рад, что у меня был в жизни такой период. Государственный архив Ингушетии пополнился порцией новых ценных исторических документов. Этому поспособствовало общество Дзурдзуки. Предоставили документы середины 19 века, над которыми работали грузинские ученые. Репортаж Саида Куштова. Материал интересен тем, что сам заголовок «Скотоводство горной Ингушетии». То есть вся работа посвящена
Горной Ингушетии. В этнографическом плане там очень много материала, и мне кажется, он будет представлять интерес для многих исследователей, которые занимаются и общественным строем ингушей в 19-м, начале 20 века, а также и сельским хозяйством, земледелием и так далее. Берснак Газиков больше 20 лет работает в архивах Грузии, изучая детально историю ингушей. Привести копию бесценных исторических материалов ему предложило руководство общества Дзурдзуки. Сегодня историк с гордостью представляет документы 30-х и 40-х годов 19 века, куда входят записи о крещении ингушей и материалы диссертации научных деятелей Гишкури и Гамкарлидзе. Работы написаны в 60-х годах прошлого века на грузинском, поэтому ингушским исследователям еще придется потрудиться над переводом текстов. К диссертациям приложен и богатый иллюстративный материал. Все это имеет большое значение, потому что многие памятники Горной Ингушетии, мы знаем, что подвергаются воздействию времени, и каждая фотография 60-х годов или других годов для нас очень ценна. И поэтому мы сегодня представляем, и кроме архивных материалов, мы также представили ряд изданий на немецком языке, касающихся истории ингушей, и также ряд материалов, которые были привезены из других учреждений. Историко-географическое общество Дзурдзуки – автор многих проектов, связанных с сохранением и поиском исторических документов. Одно из главных направлений в этом деле – работа с архивным материалом. Мы видим, что материалы хорошие, есть эксклюзивные материалы, поэтому дальше, конечно же, мы со своей стороны будем уже отрабатывать, кое-какие вещи переводить, уже внедрять в научные издания. Здесь много документов, которые не введены в научный оборот. Это научные статьи, исследовательские работы. В них авторы повествуют о жизни и бытии ингушей. Из этих диссертаций приведены очень интересные иллюстрации. Например, есть одна иллюстрация, где изображено селение Альгети, которого сегодня нет в таком виде. Оно перестроено полностью из-за наводнения в 2002 году. Очень важная фотография быта башни, где здесь изображено очень четко то, что было на первом этаже, то есть втором этаже и третьем этаже, то есть гостиная комната кунацкая, так, иначе говоря, здесь даже вот висит войлочный ковер. Дзурдзуки планирует собрать полученный материал в отдельном вестнике, но сначала его требуется перевести с грузинского на русский, после чего попадет в руки исследователей, историков, студентов и школьников, всех, кому интересно знать свою историю. Саид Куштов, Султан Булгучев, Новости 24. В 11 странах Европы температура воздуха достигла 50 градусов. В некоторых регионах столбики термометра поднялись до отметки 51. Жару принес с собой антициклон Люцифер, движущийся из Сахары. В России знойно, но не настолько. И тем не менее, каждый переживает эти капризы погоды и климата по-своему. Как бороться с проблемным летом, узнаем у Руслана Албагачиева. Уже несколько недель в Ингушетии царит аномальная жара. Столбики термометров достигают 40 градусов. Каждый, кто как может, прячется от солнечных лучей. Дети купаются в фонтанах и водоемах республики. Взрослые наслаждаются холодными напитками и едят мороженое. Я пришел с родителями, с тетями и с двумя братьями, чтобы посидеть в теньке и поесть мороженое. Я бы искупался в фонтане, но нельзя. Мы через неделю уезжаем на море с родителями. Сложнее всего приходится гипертоникам, ведь вероятность инсульта в таких условиях возрастает в 2 раза. Это подтверждает статистика Республиканской клинической больницы. Врачи предупреждают, простые меры безопасности необходимо соблюдать всем. Ошибка родителей и родных – то, что они позволяют детям неконтролируемо играться с водой. Из-под крана, которая идет, она является холодной. То есть температура очень низкая. Если можно играться с детям, то вода должна быть нагретая солнцем хотя бы, то есть теплая. Стоит отметить, что солнечный тепловой удар – это не одно и то же. Тепловой удар – это следствие перегрева организма. И ощутить его можно не только на пляже, но и в бане, в жарком цеху и даже в душном транспорте. А вот солнечный удар – это одна из разновидностей теплового удара. Результат длительного пребывания на солнце, и страдает при этом в первую очередь нервная система. Именно поэтому он наиболее опасен. В группу риска попадают пожилые люди и дети. Осторожными в такие дни следует быть людям, имеющим какие-либо хронические заболевания. То есть это перегревание клинически проявляется как
У него может быть головокружение, у человека может быть головокружение, у него может быть головные боли, слабость, она бывает в чаще 100% случаев. И человеку в этот момент нужно просто уйти из-под солнечных лучей в более прохладное помещение. Его нужно обязательно пить, питье должно быть теплое, то есть комнатной температуры, но ни в коем случае не холодное. Обтирание влажным полотенцем можно проводить, и вот потихоньку этот процесс проходит. Если есть какие-то более серьезные проявления, потери сознания или еще что-то в этом роде, то обязательно нужно обратиться к специалистам. Врачи напоминают, не стоит выходить на улицу под палящее солнце с 11 до 16 часов. Но если все же вы не удержались и отправились по делам, то следует вооружиться зонтом или одеваться в легкую одежду. Руслан Албогачев, Тимур Карахоев, Новости 24. Скрасить эту жару помогут сельские гостевые дома Ингушетии. Их, кстати, объединяют в ассоциацию. Основными принципами ее создания служит координация работы гостевых домов, защита их интересов, взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти, а также другими организациями и объединениями, заинтересованными в развитии сельского туризма. Горная Ингушетия может предложить туристам не только красивые пейзажи. У жителей Джейрахского района безмятежная сельская жизнь. Практически каждая семья имеет свое подсобное хозяйство. Горцы постоянно заняты физическим трудом. Все это может оказаться интересным человеку, уставшему от шумной и напряженной городской жизни. Это новое для республики социально-экономическое явление – зарождение сектора туристической отрасли, которая ориентирована на использование природных, культурно-исторических и прочих ресурсов сельской местности. Ассоциация создана с целью усиления информационного обмена между владельцами гостевых домов и распространения наиболее эффективных практик и подходов. В Насыркорте по проекту частного инвестора строится семейный парк для отдыха и досуга местных жителей. Здесь предусмотрены две зоны активного и пассивного отдыха площадью более 3,5 гектаров. На территории обнаружены родники, и именно эта вода и будет наполнять будущие пруды. Репортаж Марины Муталиевой. Более 3,5 гектар выделила администрация Насыркорта под строительство семейного парка. По проекту частного инвестора территория делится на две части – зона пассивного и активного отдыха. Первые шаги в реализации плана были сделаны в мае текущего года. Вообще обсуждался этот вопрос давно, 2-3 года назад, и еще раньше. Я инициировал перед администрацией города этот проект, профинансировал проектирование. С этого момента мы и начали здесь работать. В зоне пассивного отдыха будет обустроена площадка для посетителей, скамейки, фонтаны, фонари, клумбы с цветами, а также кофейня. В общем, все необходимое для приятного времяпрепровождения. Ну а разбавлять всю эту идиллию будут смех и радостные крики детей. Здесь это родниковая вода. Просто сейчас она мутная, потому что детям не запретишь, дети купаются. То, что мы закрепили дно глиной, эта глина перемешивается с водой, поэтому немного мутная вода. А так мы планируем здесь уложить на дно булыжник, выложить берега булыжником, чтобы чистая вода была пригодная для обитания именно форели. То есть в этом пруду будет форель. Мы сейчас сделали шлюз, отводим уже воду. Запитка идет от грунтовых вод, то есть абсолютно чистая вода. Поэтому я думаю, себя комфортно будет чувствовать рыба, форель. На этой территории свыше 10 родников. Они образуют несколько водоемов. Каждый луч сломался. Берешь луч мягкий, главное. Хоз мягкий дали, андали. Проект, хоз его, а я что? Ну, я валцию, сказка валцию лучше. Пруд – это, конечно, здорово, но что делать с грунтом? Таким вопросом задались разработчики проекта. Вывозить его дорого, да и при всем желании некуда. Поразмыслив, рабочие придумали еще одно развлечение для ребятишек. Вот на той стороне, где вот сейчас мы складируем этот грунт, делать из этого гору, и на этой горе будут же эти тропинки, памп-трек, на котором можно будет кататься на велосипедах. Веревочный парк планируется там же сделать. Ну и если еще будет какая-то инициатива от местных жителей, граждан, администрации села, округа, то мы можем выносить кое-какие незначительные изменения в этот проект и строить здесь и другие вещи. Автор проекта мечтает установить здесь музыкальный фонтан с лазерной подсветкой, где будут звучать национальные и классические мелодии. Местные жители говорят о том, что проект – настоящий экологический подарок. Здесь продумано все, чтобы сберечь природу и ее истинную красоту. Здесь планируют обустроить детскую купальню. Неподалеку будет аквапарк и душевые. Кстати, воду в душевых будут нагревать с помощью солнечной энергии. Для этого на территории всего парка установят специальные концентраторы. По этому же принципу будут работать осветительные приборы.
Но тут, как гром среди ясного неба, встал вопрос о принадлежности прилегающих земель. Администрация приводит аргумент, что проект общественный и принесет пользу всем. Покажите документ, сразу решается ваш вопрос, сразу же. Но документа нету, мы не думали, что к нам домой придут, говорят, заберут нашу землю. Ну, ваш дом — это где вы живете, остальное — это земля, земля, муниципальная земля, говорит, сам там вопрос решим дальше. Ну, конечно, есть проблемы, но эти проблемы решаемы. Проект экологического парка вдохновил людей на финансирование. Каждый помогает, чем может. Местные жители вносят свою лепту, администрация тоже не остается в стороне. Общими силами удалось обеспечить рабочих техникой и дизельным топливом. Сейчас рабочие трудятся над ландшафтом территории, делают насыпь, чтобы осенью можно было высадить деревья и цветы. Марина Муталиева, Сурхо Кусиев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.